Здравствуйте! В эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Главное сегодня. Чего ждут в Вашингтоне от парламентских выборов в Украине? Российское эмбарго на молдавское мясо. Есть ли политическая подоплека? Врачи станут санитарами. Власти Москвы решили сократить количество больниц и медперсонала. Начнем, как обычно, с Праги. Сергей? Спасибо, Наташа. Все события дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Овощи, фрукты и прочие продукты становятся геополитическим оружием. Так, со следующего понедельника в Россию запрещается ввозить молдавское мясо. Со вчерашнего дня Россия также запретила импорт и транзит всей растительной продукции из Украины. По мнению чиновников Россельхознадзора, Киев не смог гарантировать безопасность своих товаров. Понять, какова на вкус нынешняя политика России и каков он сельхозконтроль, нам помог ряд экспертов и должностных лиц. На вопросы программы «Настоящее время» ответил министр сельского хозяйства Молдовы Василий Бумаков. Господин Бумаков, здравствуйте. Вы получали детальные претензии со стороны Россельхознадзора? И если да, кратко, что там значится? Официально мы ничего не получали, но на сайте Россельхознадзора были определенные комментарии. После того, как у нас была группа экспертов, конечно, мы догадались, что эта группа приезжает для того, чтобы был поводом для принятия определенных решений, конечно, негативных. А в Молдове есть современные сертифицированные лаборатории по контролю качества мясной продукции? Конечно, есть. Это очень хорошо оборудованные лаборатории. Они построены и снабжены оборудованием за счет Мирового банка, за счет Евросоюза, за счет и даже Норвегии и так далее. Поэтому и эти лаборатории везде. Это было бы смешно говорить о том, что таких лабораторий нет. Скажите, а мясо для Молдовы – это серьезная статья экспорта? Вы знаете, как бы на уровне страны это небольшая проблема, но на уровне производителей, тех, которые сейчас оказались в сложном положении, конечно, это большая проблема. Но вопрос не только в экономическом, конечно, и в моральном ущербе, который оказывается вот в таких ситуациях. А как быть теперь молдавским мясопроизводителям, работавшим ранее с Россией? Где теперь они будут продавать свою продукцию? Конечно, они должны были немножко и раньше думать об этом, потому что, скажем, для говядины, для баранины проблем больших нету, потому что рынки огромные южнее Молдовы, скажем так. Что касается свинины, мы импортируем очень много, поэтому лучше заниматься маркетингом здесь внутри страны, для того, чтобы это очень качественная, кстати, свинина, которая производится в Молдове, была использована переработчиками, а не завозилась всякая там низкокачественная продукция. Ваш коллега, экс-министр сельского хозяйства Валерий Косарчук, как сообщает молдавский ресурс IPN, все-таки признал, что действительно нужно навести порядок на границе и остановить незаконный импорт мяса. Что вам известно о такой контрабанде? Вопрос не только в незаконном завозе. Даже если законный завоз всяких отходов и так далее, которые по цене очень низкие, они импортируются, я говорю еще раз, вопрос не только о контрабанде, но вопрос и о том, что легально импортируется низкого качества. Конечно, это нехорошо, и нужно более серьезно к этому относиться для того, чтобы ограничить даже законный ввоз таких субпродуктов и так далее. Министр сельского хозяйства Молдовы Василий Бумаков. Спасибо. Отмечу, в свете приближающихся в стране парламентских выборов, в дальнейших программах мы еще не раз будем возвращаться к событиям в Молдове. Между тем, молдавский экономист Виорел Киврига заявил, что, запрещая мясо, цитата, «Кремль рассчитывает на недовольство сельских жителей, чтобы на парламентских выборах в Молдове они склонили чашу весов в пользу пророссийских партий». Руководитель сельхознадзора России Сергей Данкверт заявляет, что запрет вводится из-за того, что выявлены случаи поставки из Молдовы мяса неустановленного происхождения, небезопасного в ветеринарно-санитарном отношении. Также есть случаи и недостоверной сертификации продукции. Об этом сообщает ТАСС. Проверку российская служба проводила совместно с белорусскими коллегами, так как мясо, по словам чиновника, в основном шло на Беларусь.
Александр Лукашенко уверен, что санкции ЕС в отношении России ни к чему хорошему не приведут. Более того, Лукашенко на медне призвал воспользоваться этим благоприятным периодом санкций. Мы знаем, что такое санкции. Мы живем 2 десятилетия под этими санкциями. Это во-первых. Во-вторых, еще не родился урод тот на земле, который бы не понимал, что такое Россия и что такое санкции, и чем они обернутся. Ну а в-третьих, самое главное. И слава Богу, будем заниматься внутренними проблемами и решать свои вопросы. Давайте будем работать так, чтобы нас потом не упрекали в том, что мы не воспользовались этим благоприятным моментом. Отмечу, с 20 октября Москва ограничила импорт растительной продукции из Беларуси. Как сообщает Россельхознадзор, Беларусь занималась реэкспортом в Россию товаров из государств, попавших под российское эмбарго. За белорусские выдавались, как сообщается, яблоки из Польши. Ну и далее в программе мы расскажем, почему московские врачи выступают против новой реформы и хватит ли жителям российской столицы поликлиник и больниц. А пока слово в Вашингтон. Коллеги, продолжайте. До внеочередных парламентских выборов в Украине остается 2 дня. Место голосования изменили более 190 тысяч граждан, включая 3,5 тысячи жителей Крыма. В Киеве дополнительно зарегистрированы свыше 18 тысяч граждан. Вот интересная деталь. Правоохранительные органы уже открыли 178 уголовных дел, связанных с нарушениями на выборах, в том числе с попытками подкупа избирателей. По данным Центральной избирательной комиссии Украины, за голосованием в воскресенье будут наблюдать 2321 представитель иностранных государств и международных организаций. Больше всего наблюдателей, 776 человек, отправляет Организация безопасности и сотрудничества в Европе, но едут и американцы. Бывший посол США в Польше Виктор Эш, один из лидеров миссии наблюдателей Международного республиканского института, рассказал «Голосу Америки» о своих планах. Я буду сопредседателем делегации, наблюдающей за тем, чтобы выборы проводились честно, чтобы голосование проходило свободно, а у кандидатов были равные возможности донести свою позицию. С нетерпением жду этой поездки в Киев, чтобы увидеть демократию в действии. Делегация, в которую вхожу и я, включает в себя около 15 человек, но по всей Украине будут работать сотни, если не тысячи наблюдателей. И наша работа будет заключаться в том, чтобы без предварительного уведомления появляться на разных избирательных участках и смотреть, как проходит голосование, а затем, как подсчитываются бюллетени. Мы должны убедиться в том, что голосование укрепляет демократию. Международный республиканский институт провел в преддверии выборов опрос на тему политических взглядов населения. Согласно результатам, 89% украинцев выступают против того, чтобы Россия посылала своих военных для защиты этнических русских. На западе Украины эта цифра достигает 99%, но и на востоке речь идет о большинстве – 78%. В организации особо отмечают, что среди респондентов были жители Донецкой и Луганских областей. О результатах опроса говорит Стивен Никс, глава Евразийского отдела Международного республиканского института. Опрос четко показывает пару моментов. Первое. Поддержка членства Украины в Евросоюзе и НАТО высока. Поддержка членства в таможенном союзе низка. Это очень важная тенденция. Второе. Опрос показывает высокий уровень поддержки нынешнего правительства. При этом подавляющее большинство жителей Украины выступает против российской агрессии на востоке страны. И мы полагаем, что это полностью опровергает слова Кремля о том, что везде в Украине есть люди, поддерживающие вторжение на восток. И, наконец, в том, что касается выборов. Опрос показывает, что президент Порошенко, видимо, получит сильное, продуктивное большинство в парламенте. Между тем, посольство США в Украине распространило заявление, в котором говорится в частности: «Мы ожидаем от правительства Украины и всех политических партий соблюдения их намерений провести парламентские выборы в соответствии с международными нормами и с уважением к базовым правам и свободам украинцев». С нами в студии наш корреспондент Юлия Савченко. Юлия, добрый день. Здравствуйте, Наташа. Чего ожидают в Вашингтоне от этих выборов, ну и чего опасаются? Наташа, надо сказать, в Вашингтоне действительно многое, и многим есть что сказать по поводу украинских выборов. И многие аналитики и политики призывают не забывать, что выборы проходят в стране, фактически находящейся в состоянии войны. Отмечается, как говорят в Вашингтоне, нездоровая внутренняя динамика, и обращается внимание на то, что революция, которая началась на Майдане, еще не закончена. Вот что накануне на эту тему сказала заместитель директора Европейского отделения Национального института демократии Кэти Фокс. Главные вызовы, очевидно, касаются вопросов войны и мира, а также борьбы с коррупцией и использования демократических методов. Нужно работать над тем, чтобы удовлетворить запросы людей, желающих коренных преобразований и искоренения коррупции в стране.
Это было мнение Кэти Фокс. Также говоря о трудностях, нельзя забывать о тех 12 избирательных округах на востоке Украины, в которых голосование по известным всем причинам проходить не будет. И здесь возникает обеспокоенность качеством репрезентативности процесса. В приводимых Национальным демократическим институтом данных сообщается, что по результатам опросов около 19% населения намерено голосовать на востоке страны, в то время как в Центральной Украине эта цифра превышает 60%. Некоторые аналитики высказывают опасения по поводу того, что в парламент сегодня баллотируются люди без политического и управленческого опыта. Ответ оптимистов на это: у них есть непосредственный опыт борьбы с коррупцией. А это сейчас для Украины является приоритетом. Но еще немного о позитивном. Посол США в Украине в 93-98 годах Уильям Грин-Миллер надеется на то, что деятельность нового парламента реально поможет вывести страну из кризиса. Выборы будут позитивны для выживания Украины и преодоления этого кризиса, периода войны и революции. Выборы еще больше сплотят страну, что позволит ей справиться с проблемами. Еще один немаловажный момент. Практически в один голос высказывается уверенность в том, что новый парламент будет лучше старого. Говорят также о том, что в ходе этих выборов произойдет деинфантилизация, или, проще говоря, взросление украинских избирателей. Мы об этом, видимо, сможем узнать уже 26 числа, когда закроются избирательные участки. Спасибо. Это была наш корреспондент Юлия Савченко. Передаем слово в Праге. Спасибо. 2 ноября в Москве пройдет митинг против увольнения врачей и закрытия больниц. Медработники считают, что новая реформа здравоохранения приведет столичную медицину просто к краху. Почему? Разбиралась Екатерина Кочкина. Поводом для проведения акции стал план реорганизации московских больниц, опубликованный на портале «Российский медицинский сервер». В рамках реорганизации планируется ликвидировать 15 столичных клиник, а врачей сократить. Организаторы митинга считают, что реформа связана с желанием московских властей сэкономить бюджетные средства. Значит, я вижу 3 больших цели. Сначала это коммерциализация, а у нас население не готово к коммерциализации. У нас маленькие пенсии, небольшие зарплаты. Это значит, кто-то лишится этой помощи, кто-то просто не сможет лечиться. Вторая цель – сокращение бюджета. Потому что мы сокращаем врачей, значит, мы экономим на зарплатах, пациенты не идут, мы закрываем больницы, значит, мы экономим на койках. Вот. То есть доступность упадет. В этих закрывающихся больницах люди до сих пор лежат в коридорах, не хватает мест. Это вторая цель экономии бюджета. И третья, в некоторых местах, надо смотреть по факту по каждой больнице, присутствует определенный чей-то интерес. Могу даже сказать, коррупционная часть. Врачам ликвидируемых медицинских учреждений предлагают быстро переквалифицироваться, часто по совершенно иной специальности. Я являюсь врачом-физиотерапевтом, но у меня в кармане лежит предложение от администрации нашей клиники в связи с сокращением моей должности занять новую должность санитара. Я надеюсь остаться в этой больнице и собираюсь защищать права своих коллег и бороться за права своих пациентов до конца. Я не могу уйти из этой клиники, я провел в ней четверть века. Вот. Мне трудно ее покинуть. Московские власти, впрочем, считают, что реформа призвана повысить эффективность столичного здравоохранения. А те, кто протестует, просто не хотят учиться ничему новому. Но некоторым это лень. Им гораздо проще выйти на митинг, зайти в этот, как вы это называете, Facebook или Twitter, я не очень в этом разбираюсь. Вот. Это проще. Ну как же так? Несчастного вот выгоняют на улицу. А то, что 1,5 миллиарда рублей выделено только на переобучение, за наш же счет, за счет ваш, за счет налогоплательщика, мы говорим, ребята, у нас с вами вакансий в городе огромное количество. Это прежде всего, это терапевты и врачи общей практики в поликлинике. Терапевты российской столицы, безусловно, нужны. Однако неясно, что станет с теми, кто находится в больницах сейчас и нуждается во врачах более узкой специализации. Наша клиника уникальна. Она создавалась на протяжении многих лет. И уже в 90-х годах в этой больнице появилось первое в России отделение паллиативной помощи больным с 4-й степенью онкологических заболеваний.
Спустя буквально несколько лет в этой больнице появился Московский городской центр рассеянного склероза. Судьба пациентов московских клиник остается под вопросом. Врачи понимают, что реформа неминуема, но провести ее нужно максимально эффективно, как для больных, так и для медработников. Это программа «Настоящее время». Спасибо, что смотрите. О чем говорят сегодня по ту сторону океана? Вашингтон. Спасибо, Сергей. Соединенные Штаты отменили беспошлинный режим, действовавший для поставщиков российской стали на протяжении последних 15 лет. Причем ввозные антидемпинговые пошлины ведут очень быстро, уже через 2 месяца. Министерство торговли США направило российской стороне соответствующее уведомление. В нью-йоркской студии находится наш корреспондент Владимир Ленский. Владимир, добрый день. Чем мотивировано вот это решение американской стороны? Это опять политика вмешалась в экономику или тут все-таки бизнес и ничего личного? Ничего личного, никакой политики, сплошная экономика. Дело в том, что эта договоренность с Россией была подписана, действительно, как вы говорите, 15 лет назад, и по этой договоренности предполагалось, что Россия будет ограничивать объем своих поставок стали в Соединенные Штаты в обмен на таможенные пошлины. Что же произошло этим летом? Этим летом Министерство торговли США получило жалобы от производителей стали в Америке, в которых говорится, что эта договоренность, достигнутая 15 лет назад, не отвечает своей основной цели, то есть предотвращению демпинговых цен на сталь из России. Буквально в прошлом году российские поставщики нарушили свою часть договоренности и увеличили поставки стали в Соединенные Штаты в 15 раз. Это гигантская сумма, это гигантский объем. Именно вот это послужило тому, что договоренность будет отменена уже через 2 месяца. Теперь Северсталь, крупнейший производитель стали из России, должен будет платить пошлины для продажи своей стали в Соединенных Штатах в размере около 74%. Другие производители будут платить еще более высокую пошлину – 184%. Впрочем, скорее всего, эта ситуация расширится и на других поставщиков стали, таких как Китай и Южная Корея. Чем вызвано вот такое поведение поставщиков стали? Почему вдруг на 2015 году, действия этого соглашения, например, с Россией, они решили увеличить поставки? Дело в том, что потребности в стали внутри России резко упали. И по прогнозам экономистов упадут еще больше в 2015 и 2016 году в связи с замедлением роста российской экономики. В Соединенных Штатах наблюдается рост экономики, да. Да, я хотела вот спросить, раз уж мы заговорили о международной торговле, сегодня был обнародован отчет организации Transparency International, который называет Россию одной из стран, которые нарушили обещание бороться с коррупцией в этой сфере. Ну, естественно, не только Россию, речь идет также о Японии, Нидерландах, Греции, Бразилии. Какие претензии предъявляют России в этой связи? Россия подписала это соглашение 2 года назад, но, как показывает вот доклад, которому вы ссылаетесь сейчас, практически никаких мер, которые Россия сама приняла, законы, которые Россия приняла сама для того, чтобы бороться с коррупцией, она не применяет. В частности, приводится случай с корпорацией Daimler, расследование коррупционного скандала, с которой идет уже практически 2 года, в то время как в США этот процесс занял гораздо меньше времени, и здесь корпорация Daimler уже заплатила $185 миллионов штрафа за дачу взяток. Спасибо. Наталья? На связи из Нью-Йорка был наш корреспондент Владимир Ленский. Дело Живаго, Кремль, ЦРУ и битва за запрещенный роман. Книга Питера Финна и Петры Куве проливает свет на одну из малоизвестных страниц эпохи Холодной войны. Эксклюзивное интервью одного из авторов книги расследования Питера Финна нашему корреспонденту Александру Панову. Сегодня Питер Финн заведует отделом национальной безопасности газеты «Вашингтон-Пост». А 7 лет назад, работая собственным корреспондентом этого издания в Москве, он посетил лекцию литературоведа Ивана Толстого, утверждавшего, что Нобелевская премия Пастернака – плод происков ЦРУ. Финн написал об этом статью, и вместе с искусствоведом Петрой Куве они решили разобраться, что в этой истории правда, что ложь. Петра написала об этом впервые еще в 1999 году, ссылаясь на офицера разведки Нидерландов,
Нидерландов. Центральное разведывательное управление в сотрудничестве с голландской разведкой подготовило первое пиратское издание на русском языке, напечатанное в Гааге. Мы стали работать вместе, разговаривать с бывшими разведчиками, рыться в только что открытых архивах и собрали в итоге материал на целую книгу. ЦРУ не ставила перед собой задачи, чтобы роман Пастернака получил Нобелевскую премию. Этому нет подтверждений. Цель была гораздо скромнее. Книга должна была проникнуть в СССР. Оригинал текста на русском попал на Запад благодаря фотопленкам, которые предоставили ЦРУ британцы из Ми-6. До сих пор секрет, кто из окружения писателя дал им снять рукопись. Голландское издание 1958 года, всего 1000 экземпляров, было с твердой обложкой. Обложку в целях конспирации приходилось отрывать, а страницы складывать. Неудивительно, что следующая версия тиражом 9000, напечатанная в 1959 году в Вашингтоне, была на тонкой, почти папиросной бумаге и компактная. Я уверен, если бы не цензурный запрет советских властей, ЦРУ никогда не заинтересовалась бы его изданием. Нашу разведку привлекали не литературные достоинства книги. Целью было, чтобы ее прочитали советские граждане и задались вопросом, а почему власти ее запретили? Может, мы живем в несвободной стране? Кстати, в Советском Союзе некоторые деятели предлагали издать роман ограниченным тиражом, но этого не произошло. В результате за публикацию на Западе за Нобелевскую литературную премию автора исключают из Союза советских писателей. В Советском Союзе развернулась настоящая травля писателя. Это была хрущевская оттепель, но в газете «Правда» печатали письма рабочих. Я Пастернака не читал, но гневно осуждаю его книгу. В Советском Союзе получение Пастернаком Нобелевской премии назвали антисоветской провокацией. По радио и телевидению, в газетах автора романа открыто называли предателем, Иудой, наимитом Запада. Люди, не читавшие книгу, этому верили. К сожалению, так происходит всегда. Книгу Фина и Куве «Дело Живаго. Кремль, ЦРУ и битва за запрещенный роман» перевели на многие языки, в том числе и китайский, но пока не на русский. Прошло более полувека, время все расставило по своим местам. Роман Бориса Пастернака занял свое место в крупнейшем книгохранилище мира, библиотеке Американского Конгресса. Однако и фраза «я Пастернака не читал, но осуждаю» по-прежнему актуальна, особенно в тех случаях, когда власти подключают широкие массы к борьбе со всякими проявлениями инакомыслия. Александр Панов, Димитрос Манис. И мы снова переносимся в Прагу. Сергей, пожалуйста. Российский посол в Киргизии заявил, что будет добиваться закрытия или переименования открывшегося недавно в Бишкеке Путин-паба. Создатели бара, по его словам, должны были спросить разрешение у Кремля, прежде чем использовать имя и образ российского президента. Подробности в репортаже «Рейтер» рассказывает Екатерина Бучнева. Путин-паб предлагает жителям Бишкека день бесплатного пива и ассортимент коктейлей с названиями в духе «Крым наш» и «Секс на березе». Однако креатив создателей нового бара нравится не всем. Российское посольство в Киргизии выступило против использования имени президента в коммерческих целях. Я думаю, что мы ликвидируем, если не пар, то название. После разговора российского посла с мэром Бишкека с улиц киргизской столицы исчезли рекламные растяжки Путин-паба. Их признали нарушением норм этики и закона о рекламе. Теперь российский посол намерен добиваться закрытия или переименования самого бара. На его взгляд, характер этого заведения противоречит имиджу президента Путина. Был бы это там паб Ельцина, все бы с удовольствием, так сказать, восприняли. А Владимир Владимирович у нас не увлекается, да. Пиво любит, он признавался, пил пиво вместе с мужчинами в Сочи. Он пил пиво, вот, так сказать, давно, я так понимаю. По словам Крутько, создатели бара должны были спросить у Кремля разрешение на использование имени и образа российского президента, хотя бишкекский бар далеко не первое питейное заведение имени Путина. Одноименные бары есть в Сербии и Израиле, но в Киргизии имя российского лидера до этого увековечивали иначе. Например, в его честь назвали безымянный пик в горах Тяньшань и обсуждают переименование одной из столичных улиц. Сепаратисты? Ополченцы. Агитация и пропаганда. Человек. Государство. Эмбарго на поставки. Покупайте свое и усадите. Порядок. Как разобраться? Все события дня в новом телевизионном проекте «Настоящее время».
А теперь последние новости Голливуда, с которыми вас познакомит Дарья Кутковая. Фильм «Ярость», которым на прошедших выходных закрылся лондонский кинофестиваль, стал лидером проката в США. За 3 дня с пятницы по воскресенье последняя работа Брэда Питта собрала $23,5 миллиона. Лидеру проката прошлых выходных, фильму «Исчезнувшая», пришлось отойти на 2-е место. Картина собрала чуть менее 18 миллионов. В пятерке лидеров также мультфильм «Книга жизни» режиссера Гутьеньереса. Всего за 3 дня кассовые сборы фильма составили $17 миллионов. На 4-м месте «Александр и ужасный, никчемный, очень плохой день» с 12 миллионами. А завершает пятерку лидеров проката фильм «Лучшее во мне» с 10 миллионами за 3 дня. Популярная в 80-х поп-группа New Kids on the Block присоединилась к тем, чьи имена запечатлены на Голливудской аллее звезд. Лета, призванная отметить тех, кто пользуется популярностью поклонников на протяжении многих лет, стала на знаменитой аллее 2530 по счету. Успех группы начался с хита «Hangin' Tough», за которой последовала целая волна популярных композиций. Молодое поколение может сравнить New Kids on the Block с One Direction 80-х. Несмотря на то, что звезда заставила себя ждать, она стала бетонным свидетельством того, какой след музыканты оставили в истории Голливуда. На церемонии Донни Уолберг выступил от имени музыкальной команды, пережившей за ее карьеру многое. Мы видели и полный штиль, и самые настоящие авралы. Мы пережили столько, сколько большинство и представить себе не может. Мы начинали играть просто за еду. Играли в тюрьмах, школах и на днях рождения. А уже потом играли для самых классных фанатов в мире и по всему миру. Я думаю, я могу сказать за всех нас, и я буду прав. За 33 года я бы ни на один момент с вами не расстался. Ребята, вы лучшие. В Беверли-Хиллз отметили заслуги женщин в индустрии кино и телевидения. Среди лауреатов Вайола Дэвис, Риз Уизерспун и Джейн Фонда. Обычно на этом мероприятии говорят исключительно о тех, кого награждают. Но в этот раз героиней вечера стала Малала Юсуфзай, девушка, которая получила Нобелевскую премию мира за ее борьбу против угнетения детей и молодых людей и за право всех детей на образование. Я была так рада. Мой день начался с полученного имейла о том, что Малала получила Нобелевскую премию мира. Она не только сделала огромную работу, она еще и в 17 лет стала самой юной обладательницей такой почетной премии. Поэтому я разбудила свою дочку, посоветовала ей прочитать книгу Малалы и сказала: посмотри, она получила Нобелевскую награду. И мы обе были счастливы. На сегодня все. Увидимся с вами завтра, чтобы рассказать настоящие новости в настоящем времени. Сергей, спасибо. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже завтра вечером. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.